Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кому вы нужна по судьбе? Кто этот человек, кто ищет вас по судьбе и кому вы очень сильно нужна? Может быть, он уже рядом, возможно, он приближается, либо через некоторое время появится. Давайте посмотрим. Подумайте о себе, ни на кого не загадывайте, песочек сам все увидит и сам все расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Я не знаю, конечно, как вы к этому отнесетесь. Но опять же, да, понятно, это общая отсыпка. Но здесь у кого-то точно отыграется, что этот человек уже был в вашей жизни, что пути ваши сходились, но разошлись. А у кого-то отыграется, что этого человека вы встретите, причем встретите в ближайшем будущем. Буквально, может быть, со дня на день, может быть, до конца года. Ближайшее будущее, да. Смотрите, те, которые уже знают этого человека, у человека имя то ли на букву «С», то ли на букву «О», то ли, возможно, буква «И» еще, да, вот «О», «С», «И». Такое имя. То есть вы явно пересекались, я не знаю, были между вами отношения или нет, но вы явно знакомы, познакомились, пообщались, разошлись. Возможно, это было какое-то случайное знакомство, возможно, вы общались, встречались, возможно, в одной компании были, либо вместе работали, либо там какие-то дела между вами были. Но вы встретились и разошлись, но вы оставили след в душе и в сердце друг друга. След, кстати, очень хороший, теплый след. То есть, наверное, такие не встречались, просто были знакомы, познакомились, да, как приятный человек, либо там приятная девушка, да, какие-то такие эмоции были. Если бы вы встречались, то, наверное, вы бы не разошлись. Либо если разошлись, то отношения были бы, наверное, негативные. Сейчас я проверю. Потому что у кого-то явно идет знак того, что вы уже друг друга знаете. Да, в прошлом вы встретились, но вы друг друга как будто бы, не знаю, не узнали, да, не поняли. Может, судьба просто показала и развела. Человек хороший, очень хороший, но вы были закрыты, человек был закрыт. Может быть, вот, я поняла, возможно, у вас был свой партнер, а у этого человека был свой партнер, да? И вы просто вот повзаимодействовали, пообщались и разошлись. Но явно вы друг друга узнать успели. Может, поверхностно, не глубоко, но тем не менее успели узнать. Вы знаете, этот человек, так же, как и вы, даже не заподозрил, да, что вы предназначены друг другу по судьбе. И еще я вижу, что вы, не думали, наверное, о нем, да, а он не думал о вас. Но что-то вот было такое, знаете, как в сердце ёкнуло. Вот очень приятная девушка, очень приятный мужчина. Вот если бы я был свободен, либо если бы я была свободна, я бы закрутила, да, с таким, еще такие могли быть мысли. У человека лицо очень симпатичное и очень хорошие манеры. Вот какие-то даже, я бы сказала, идеальные манеры. И с привычками, вот нет дурных привычек, либо наоборот только одни лишь хорошие привычки. Там, не знаю, спортом занимается, аккуратный, бережливый, там какой-то такой интеллигент, возможно, начитанный, всесторонне развитый человек. Вот недолго вы общались, может быть, всего лишь один раз, может быть, как несколько раз общались. Вот увиделись и разошлись. Судьба показала вас друг другу, но судьба понимала, что ни вы, ни он не готов, что вы друг друга просто не поймете, что с друг другом делать, да?
не сможете выстроить отношения. Смотрите, для вас картина такая, что не в этом году, но в следующем судьба конкретно вас столкнет лбами. И от этой встречи уже будут искры. Искры, которые разожгут огромное пламя страсти. И вот деваться некуда, да, у вас какой-то безумно страстный роман начнется. И этот роман, он прям буквально перевернет и вашу жизнь, и жизнь мужчины. И вообще вы такие счастливые будете, такие влюбленные. Будет вообще плевать на все и на всех. Будете наслаждаться своим счастьем. Так, еще по срокам хочу уточнить. У кого-то это начало следующего года, а у кого-то прям конец этого года. У вас вот от этой встречи сразу, да, искры пойдут, и огонь зажжется, да, вот прям огонь страсти. Вот роман прям по страсти идет. Страсти поглощает, накрывает, и она не сжигает, но она очень греет. Безумные какие-то страсти. Такого вы еще не испытывали. А то, что испытывали, это так, детские игрушки по сравнению с тем, что будет. И вы как-то очень быстро вместе станете жить и очень быстро поженитесь. Официально заключите брак. Очень быстро. Быстрее не придумаешь. Все будут, конечно, в шоке. Все будут думать, да как так? Да как такое может быть? Там не успели встретиться, уже женятся. Но вы будете оба такие счастливые, вам будет вообще все равно, кто там что говорит, кто там что думает. Это вообще будет неважно. И еще я вижу, что вы вместе куда-то вот едете. Возможно, вы вместе куда-то переедете. Возможно, вообще эмигрируете. Возможно, там, из большого города, мегаполиса в маленький городок, спокойная жизнь, да. А у кого-то, наоборот, из маленького да в большой город, мегаполис, там, где прям огни, жизнь кипит, бурлит. Ваш союз будет очень счастливым и очень финансово накачанным. То есть много денег придет, как и к мужчине, так и к женщине. Потому что вы вдвоем, потому что у вас такие страсти, потому что вы запускаете этой страстью такие буйные энергии, которые буквально денежным дождем на вас просыпятся, на двоих. С чем, а с деньгами точно у вас проблем не будет. Также могу сказать, что возможно, на момент вашей встречи, опять же, кто-то будет из вас не свободен. Либо вы не свободны, либо мужчина не свободен. Но это не станет причиной ничему, да, потому что будет все равно с такими страстями, там неважно, есть кто-то, нет кого-то. Страсть будет безумной, и никаких помех точно не будет. Да и опять же, вы никого не слушаете, и мужчина никого не слушает. Вам все равно, вам главное быть вместе и быть счастливыми. Так, для тех, кто только лишь встретится, встретитесь, да. Встретитесь вы очень необычно. Возможно, в кругу каких-то новых людей окажетесь. Либо вас куда-то позовут, где будут новые люди. Возможно, вас представит кто-то друг другу. Вот новый мужчина мне идет вообще овном. Видите, голова овна номер 1. Видите, вот. Это овечья голова и рожки, да? Но это не козлиная, это овечья голова, овен. И цифра 1. Бубновая масть. Очень блестящий человек. Человек, за которым, не знаю, там все девчонки сикают. А он такой прям, знаете, красавчик, харизмат. Никого к себе не подпускает. Делом занят, да. Для него важнее всего вот стать номером 1 и, прям конкретно реализоваться, добиться, стать мега успешным. То есть он свою жизнь строит именно на этих столбах. А почему он это делает? Потому что его сердце любви не знает. Много очень красивых девушек рядом с ним, там и молодые, и постарше, но они не трогают его сердце, да, никто из них сердце растопить не может. Сердце закрыто, а любви в сердце нет. Возможно, человек как не молоденький парень, там, не 21 год, да, но уже такой с опытом, но любви по-настоящему, да, он не испытывал. Вот. А с вами любовь с первого взгляда идет. Также очень похожий сценарий, что вот прям искры и огонь. Искры и огонь. Все. И в этом огне вы оба. Но не горите, но греетесь. Мужчина, который... Но он будет вдохновляться вами. Понимаете, сейчас ему хочется самоутверждаться, реализоваться. Но когда он встретит вас,
ему захочется вами вдохновляться. И буквально вот все, что он будет делать, он будет посвящать вам. Любые свои там бизнес-победы, достижения, успешно реализованные проекты, он все это будет посвящать вам. Вы вообще у этого мужчины как будто бы какой-то, как духовник, наверное, как это правильно сказать, да, вы даете советы, вы разбираете его там ситуации, вы делитесь опытом. Даже если у вас нет особого опыта ведения бизнеса, но у вас есть высокий интеллект, и вы умеете разбираться в людях, да, и он прям очень будет прислушиваться к вашему мнению, потому что полюбит вас, и потому что ваше мнение, оно очень ценное, да, вот этим всяким менторам, коучам, им платят огромные деньги, а у него тут такая прекрасная подруга, да, которая все это видит, и вы вместе, понятно, что вы на общий успех работаете. Вы как личный советник, да, не секретарь, но советник мне идете. Мужчина. Вот тут девушка, я должна предупредить, что очень много зависти будет со стороны женщин, потому что все будут завидовать, что такой красивый, успешный мужчина выбрал вас, что ни одна другая не смогла тронуть его сердце, а вы тронули, что именно ради вас он идет там на какие-то поступки, шаги, да, и прям будете сталкиваться даже с какой-то неприкрытой завистью, даже с какими-то высказываниями в вашу сторону. Бояться вам этого не надо, просто вам нужно научиться отбиваться, либо иметь щит, наверное, чтобы отбиваться от этих всех слов. И с другой стороны, понимаете, конечно, успешной женщине будут завидовать, так же, как и успешному мужчине. И то, что он такой вот прям весь из себя, харизматичный, Овен, конечно, он прям и горячий, и яркий. Вы его как-то немножко балансируете, либо успокаиваете. То есть с другими людьми он такой прям требовательный, горячий. А с вами он, наоборот, такой спокойный, ласковый, умиротворенный. Вот как-то вы его балансируете, да, успокаиваете. Очень классно на него влиять будете. У вас вместе проблем не будет, но будут проблемы из-за того, что вам будут завидовать. Да, женщины будут завидовать. И женщины будут, там, не знаю, чуть ли под него не ложиться, не кидаться на него. Просто вам нужно к этому как-то по-другому относиться, понимать, что он тут ни при чем. Просто он для вот этих женщин-охотниц как желанный трофей. Да, и каждая хочет за его счет устроить свою жизнь. Он никак их не поощряет. Он, наоборот, с холодным таким каменным лицом ходит, а они прям сами на него вешаются и кидаются. Поэтому, девочки, вы должны как-то научиться себя вести и не принимать близко к сердцу. Доверие, понятно, должно быть между вами. И этот союз тоже будет очень счастливым. Союз, который, смотрите, позволит с вашей стороны огромной восьмерки вырасти. И рыба, видите? Восьмерка и рыба. Возможно, мужчина и вам поможет, да, финансово поучаствует в том, чтобы вы тоже реализовались как бизнес-вумен, либо реализовались в каком-то своем проекте для души. Кто-то из вас, возможно, любит что-то делать, либо хотел всегда, там, не знаю, салон красоты открыть, либо, там, не знаю, может, студию дизайна, либо еще что-то. Мужчина такой скажет: почему бы и нет, я дам тебе денежку, да, я помогу, пусть будет. Вот, то есть вы благодаря этому мужчине и свои деньги будете иметь, и вот как-то развиваться будете, да, не просто там дома сидеть, хотя в этом ничего такого нет зазорного, особенно для женщины, но тем не менее, да, вот мне идет, что вот какая-то у вас работа появится, он будет вашим и спонсором, и советчиком, и будет вас продвигать всячески, по крайней мере, какую-то часть, да, задач, забот возьмет на себя. Вот, так что у вас тут и восьмерка, и огромная рыба. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина что-то на вас запишет, перепишет, допустим, там квартиру, дом, может быть, какую-то недвижимость за границей, да, то есть в виде подарка, либо в виде ваших гарантий, там вдруг что там случится, не дай бог, да, что вот у тебя гарантии есть, это твое, да, там понадобится, можешь жить, либо там продать, что хочешь, то и сделаешь. Вот как-то так мне еще идет. У вас вообще между вами и этим мужчиной знак Антариса. Возможно, вы оба огненные, да? А возможно, у вас Солнце в гороскопе и у него, и у вас. Да? У вас общий Антарис, общее Солнце между вами. Но это прям знак очень теплых, счастливых отношений.
отношений не просто вот, знаете, вот духовных, там, личных, а отношений, которые людей делают знаменитыми и популярными. Да? Вот вы друг другу вот это солнце отсвечиваете. То есть и мужчина добьется очень многого, да, о нем прям больше будут говорить, там, не знаю, по телевизору будут показывать, либо он там в политику пойдет со временем. И вы тоже вот развиваетесь, у вас 8 и рыба, и между вами этот Антарес. То есть вы тоже станете такой весомой фигурой. Ну да, бизнес, скорее всего, какой-то, либо в определенных бизнес-кругах вы там прям станете мастером, самым главным человеком там, индустрии. Хороший знак на самом деле. Тот, кому вы нужна по судьбе, также нужен и вам по судьбе на самом-то деле. Это не одностороннее, это двустороннее. И если вы друг друга не упустите, то ваша жизнь очень быстро поменяется в лучшую сторону. И это не тот мужчина, который будет пиявкой сидеть на вашей шее, пукать в диван, от вас чего-то там требовать и говорить: ты обязана, да, ты обязана работать, ты обязана меня содержать, ты обязана готовить, стирать, там, убирать, что меня ублажать, там, за детьми смотреть. Нет, этот будет говорить: я обязан, но не ты. Да? Мужчина будет говорить: я обязан дать тебе лучшую жизнь, я обязан заработать все деньги мира для тебя, я обязан тебя защищать, я обязан там, для тебя делать все, что ты хочешь. То есть с вас никто ничего требовать не будет. А это, по-моему, самая лучшая форма отношений. Да? Когда человек не ищет недостатков в своем партнере, а старается быть лучшей версией себя в угоду своему партнеру. Ну, понятно, что вы женщина адекватная, вы тоже будете отвечать взаимностью, и будут нормальные отношения. Ну вот хотите верьте, хотите нет, но по этим знакам очень похоже, что время вам просто пришло свое личное счастье получить. Единственное, что девушки, которые уже в отношениях, ну, на сегодняшний день у вас могут быть отношения. Может быть, эти отношения там хорошие и счастливые, а может быть, они и несчастливые, но все равно вы такая заботливая, вы сердцем прикипаете. И вот этот ваш настоящий может погубить ваше будущее. То есть, не знаю, там расплачется, скажет: не бросай меня, там, я с собой что-то сделаю, если ты от меня уйдешь. Либо начнет вам обещать рай в шалаше, лишь бы вы его не бросали. Нет, не то чтобы вы ему поверите, просто вам, наверное, будет его жаль, ну, настоящего своего. И из-за этого настоящего, который не сделал, кстати, вас счастливой. Я не вижу здесь счастливых, абсолютно счастливых женщин. Он не сделал вас счастливой, но вы можете пропустить своего будущего, того, кто настоящее счастье вам подарит. Там, ну, бывает, женщина говорит: ой, у меня же дети, как я разведусь, там, мало ли, там очень плохо будет относиться к детям. Либо я там боюсь, я там, куда я этого дену, да, он без меня там не проживет. Вы понимаете, вы себя просто в жертву принесете, упустите свое будущее счастье и так и проживете с этим мужчиной, а может даже потом с ним разойдетесь и будете одна. Но так не должно быть, да? Не допускайте такой сценарий. Пусть вас назовут эгоисткой, да? Пусть вас назовут там кем угодно, но главное, чтобы вы счастливы стали. Тот мужчина, который идет к вам, он действительно сделает вас самой счастливой, а вы его сделаете самым счастливым. А что Боженька говорит? Он говорит: все должны быть счастливы. Это наша первоочередная задача появления в материальном мире. Стать счастливыми людьми. Да? Случайности не случайны. Если это происходит с вами, значит, так оно и должно быть. Иногда мы живем по каким-то клише, по каким-то странным установкам, которые непонятно кто придумал. Но если любви нет, да, а есть вот это вот терпение, либо какая-то обязаловка, либо жалость, ну это же не любовь, жалость, да, вот нельзя за счет этой жалости и терпения губить свое будущее. До конца этого года, либо в начале следующего года появится мужчина, уже знакомый, либо тот, с кем только лишь предстоит познакомиться. Но любовь не идет с первого взгляда, и сразу вот какая-то безумная страсть не идет. Просто вот искры, пламя, и все, полетели. Но вы точно поймете, о ком речь. Такого человека не пропустите. Ну и, соответственно, мужчина тоже вас не пропустит. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.